Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 27 сентября 2020 года. Это будет воскресенье. Посмотрим, какой будет у нас день по картам. Восьмерка трифовая карта дня. Что будет помогать? Туз бубновый. Что будет мешать? Восьмерка бубновая. Так, 3 карты на отношения. 3 карты на работу для тех, кто работает. 2 карты на финансы, итог дня и здоровье. Итак, у нас восьмерка трифовая выпадает как карта дня, а это значит, у нас сегодня наполеоновские планы, и мы прям так настроены решительно сегодня. Может быть, кто-то в горы захочет поехать, да, на природу, может быть, кто-то захочет какую-то там крупную сделку, допустим, совершить, или договориться с какими-то важными для себя людьми, да, в общем, оформить бумаги какие-то. Вот все это сегодня может удастся вполне, потому что рядом лежит туз бубновый. Это тоже карта успеха, и успеха в деньгах, особенно успеха в договорах с людьми, которые имеют власть. Это тоже очень хорошая карта. А также здесь может быть ситуация какого-то продвижения, улучшения ситуации благодаря собственным усилиям. Да? Вот какая-то здоровая злость тут не помешает. А также эта карта говорит о том, что вот если у вас что-то не подготовлено, да, если вы хотите незаслуженно что-то получить, то здесь вот может быть наоборот даже отрицательный результат. То есть если, допустим, по ситуации вы поймете, время вам что-то важное сейчас в своей жизни менять или нет, время достигать цели или нет, то есть вам сама жизнь будет отвечать. Если все идет легко, все решается как надо, значит, вот эти планы, которые вы хотите осуществить, они нужны вам, они вам в помощь, на добро, да, и они заслужены. Если же сегодня что-то не ладится, то, скорее всего, еще рано пока что осуществлять вот то, что вы задумали. Скорее всего, надо или больше подготовиться, больше вложиться сюда. Но здесь вот карта, которая вообще отрицает любую халяву. То есть обязательно нужно заслужить то, что мы заработаем. А также эта карта еще и разных задержек, препятствий, отказов и опасности даже. То есть вот если такой сегодня вдруг день, такая ситуация, вы просто поймете, что вам не время еще в этом направлении двигаться, что-то еще не готово. Это вот всего лишь такой знак. Что будет мешать? Восьмерка бубновая. Вот карта говорит о том, что либо сдаться нельзя преждевременно, либо начинать преждевременно что-то нельзя. Все-таки прислушиваться к знакам, какие дает жизнь. Да? А также карта говорит о том, что сегодня, возможно, придется менять замки. Допустим, что-то или ключ там не проворачивается, или еще что-то такое вполне может быть. И может быть даже задержки у вас какие-то могут быть из-за вот дверных замков. А также еще что здесь, скорее всего, какие-то слишком завышенные ожидания, они тоже будут мешать. И что кто-то за нас что-то должен решить, это тоже будет мешать. То есть ответственность на себя, вкладываться в то, что мы хотим, и действовать как бы по максимуму, да, и знать, что только заслуженное нам на благо идет. Вот это очень важно сегодня. В общем, день у нас выходной, но почему-то вот у нас здесь такие наполеоновские планы. Но это может даже и отдыха касаться. Может быть, мы требуем, чтобы отдых проходил у нас хорошо не от себя, да, а от других людей, от близких. И излишние здесь какие-то ожидания могут быть от того, что мы куда-то там поехали, допустим, пошли на природе как-то, может быть, думали, что там отдохнем, наберемся сил, а может быть еще больше устали, да, вот, как-то вот слишком большие планы, в общем, они сегодня мешают. То есть немножечко снизить планку, и либо, если все подготовлено, тогда уже, да, тогда вот все осуществится здесь. А теперь посмотрим отношения для тех, кто
А для тех, кто в поиске партнера, валет пиковый. Карта говорит о том, что вы можете встретить человека моложе себя, и, в принципе, он вас очень даже заинтересует, может быть, даже и что-то получится здесь с этим человеком. А для тех, кто в паре, туз червовый, карта говорит о том, что сегодня прекрасно в паре, парой побыть на природе, да, вдвоем, или семьей, допустим. Но все равно, даже если вы семьей, нужно находить такой уголочек, да, когда вы только вдвоем, когда вы можете пообщаться, когда вы можете как-то чувства свои проявить и так далее, да, то есть это очень важно сегодня. И вообще хороший показатель на какой-то праздник, на ресторан, на кино, театр, в общем, какие-то развлечения, которые вот радуют сердце, да, это очень хорошее время для того, чтобы вот так вместе время провести. Теперь те, кто в ссоре, семерка бубновая. Карта говорит о том, что либо вы рассказываете своим друзьям, подругам о том, что происходит, либо ваш партнер, и это мешает помириться, либо здесь могут вмешиваться другие люди в ваши отношения, либо вы хотите, чтобы кто-то вам помог помириться. Вот такие ситуации могут быть. Так, теперь работу. Посмотрим, кто у нас работает в воскресенье. Те, кто в поиске работы, здесь, конечно, нужно дать себе отдых и не думать вообще ни о какой работе сегодня, прям переключиться. Для тех, кто имеет работу и кто работает сегодня, да, шестерка червовая. Но это либо действительно отдых, отпуск, природа и разные приятности. Или здесь, может быть, если были запланированы какие-то важные дела, то вполне возможно здесь у вас, если вы работаете, да, то вполне возможно у вас здесь какая-то удача, удачный день сегодня. И, возможно, особенно если были какие-то сложности в работе, вот сегодня именно они уходят. Много, скорее всего, будет общение через сети, может быть, с клиентами, да, или как-то обзванивать будете кого-то, может быть, письма кидать на почту очень много и так далее. То есть вот здесь вот как-то через интернет тоже много работы, возможно, будет, либо через связь. Для тех, кто своим делом занимается, десятка червовая, но здесь карта либо любимой работы, да, когда мы не чувствуем даже, что работаем, настолько нам это нравится, либо это не работа, а отдых с друзьями, с семьей и так далее. То есть, у кого как это проиграется, но в любом случае очень много удовольствия вы сегодня получите за день. Деньги. Девятка червовая для тех, кто на зарплате. Сегодня какие-то новые, новые известия будут о ваших деньгах, о вашей зарплате. Вот здесь либо от людей, либо новости какие-то будут. В общем, что-то вы узнаете такое о переменах в ваших деньгах на работе. И для тех, кто своим делом зарабатывает, валет трифовый, здесь либо очень много работы однотипной, да, и за это вы получаете денежки, то есть пусть суммы небольшие, но они в общем будут довольно-таки значимой суммой. Вот, либо вы здесь можете тратить, наоборот, деньги на отдых, на семью, на спорт, может быть, на какую-то активность физическую, там, на поездки и так далее. Здоровье у нас валет червовый. Карта говорит о том, что здесь сегодня сердце находится под ударом, да, то есть нужно быть как к себе очень внимательными, так и к другим людям, да, и не позволять никому себя сегодня выводить из себя, потому что вот действительно сердце сегодня может пострадать. То есть старайтесь, чтобы были только положительные эмоции. Если какие-то конфликты, допустим, просто уходите от этих конфликтов, не вступайте, переключайтесь как-то или там откладываете выяснение отношений на потом. Но сегодня ни в коем случае нельзя нагружать сердце. Только положительные эмоции. И итог дня — король червовый. Замечательная карта, которая говорит о стабильности, об устойчивости, о том, что вот мы чувствуем себя какими-то защищенными, и нам хочется, чтобы как бы и рядом люди с нами точно так же себя чувствовали. То есть, это вот такая вот общая забота, любовь, это
стабильность, защищенность. И вот это ощущение будет в конце дня, что хорошо, что у меня есть семья, друзья, близкие люди, которые меня поддерживают. И вот какие бы у меня ни были проблемы, они всегда рядом и помогут решить. И я прямо чувствую сердцем, что они рядом со мной, да, и меня это поддерживает. Вот такие мысли будут в конце дня. Друзья, желаю всем замечательного воскресенья. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.